Вопрос в том, какой путь они выберут. Будут ли они верить в прекрасную Россию будущего, которую рисует там Навальный или Ходорковский или кто-то, или они скажут себе, как многие белорусы сейчас на самом деле говорят, да, что шанс упущен, когда наступит следующий, неизвестно, может быть, через 100 лет, и я скорее не буду бороться, потому что вот эти боролись, они в тюрьме Значит, сидят. мы с Я тобой уеду. подождем 100 лет. Еще раз. Серьезно? Конечно. А ты веришь в прекрасную Россию будущего? Я верю, безусловно, что эта страна изменится. И один человек мне доказал, что мир меняется. Какой? А я тебе скажу, нет, ты его не знаешь. Это такой американский один историк, с которым мы разговаривали. Он мне сказал, вот люди все время жалуются, что мир такой же, как был. Но он говорит, вы заметили, что в Москве на лобном месте не отрубают головы и не сжигают ведьм? Я говорю, простите, а при чем тут? Он говорит, а я напомню вам, Матвей, что это было главным развлечением в средневековых городах. То есть на городской площади, и мы это в фильмах видели, это было главным развлечением. Да. Каждые выходные либо сжигали ведьму, либо там отрубали кому-то голову, четвертовали. Люди стояли и воспринимали это не как казнь человека. Это уже был для них не человек. Это была ведьма, это был какой-то вот такой вот тоже не человек, какой-то бородатый, да, вот что-то такое делали. То есть, другими словами, дегуманизация постепенно сворачивается. Сейчас мы видим, ну, то есть появилось суд, появилось право, вообще Я появилось. вообще-то думаю, что инквизиция оправдывала чаще, чем путинские суды. Я, по-моему, даже проверять не буду. Я почти на 100% это, уверен. ну, неважно, это Да. не предмет разговора. Другими словами, понимаешь, мир меняется. Просто он меняется не так быстро, как нам бы хотелось. А у нас есть... Ну, знаешь как, я вот не помню, кто-то это назвал замечательным словосочетанием «злость от бессилия». Вот мы ничего... Ведь ты сказал, какие рычаги? И вот сейчас мы видим расстроенную Белоруссию, где снова этот упырь. Мы видим расстроенных, вменяемых людей в России, которые понимают, что это надолго, там, до 1936 года и так далее. Да? В Украине вот то реформы, как гармонь, раскрываются, то они, значит, сворачиваются. То мы идем в Россию, то мы идем в Европу. Не, ну сейчас уже понятно, что в России никто не идет. И не буду входить в эту беседу, это совсем другая Ну, а в история. Конституции записано. Другое, понимаешь, мы во многих случаях ничего не можем сделать. От этого появляется злость, вот именно злость, которую мы абсолютно иррационально на кошке, на собаке, понимаешь, казалось бы, но это вообще, так сказать, дом есть дом, да, но иногда вот это вот нас достает, и мы портим себе. Надо, знаешь, как говорят, в России надо жить долго. Это Или не не я жить сказал. там. Или, ну, это уже ты добавил. Надо просто понять, что мир устроен так, что никто не вечен. И когда-то Путин схлопнется, и неважно, кому он передаст бразды правления, это все равно будет другой человек. А если этот человек будет не старше его, ему не будет 95 лет, и он не будет бывшим членом Политбюро, какой-то Арвид Янович Пельше какой-то очередной, а это будет человек, который моложе его, обычно шаг это 20 лет, понимаешь, даже если он Медведеву передаст бразды правления, понимаешь, не забывай, что Медведев после выступлений, которые были, помнишь, вот эти вот, значит, он вошел в диалог и так далее. Да, он взял на себя ответственность за войну в Грузии, но он же президент, он же не может сказать, что мне вот этот премьер-министр Путин сказал «начни войну». Короче говоря, предлагаю относиться к этому более спокойно, хладнокровно, делать все от себя зависящее, чтобы... Мы с тобой люди из СМИ, мы с тобой люди, которые... В чем смысл СМИ? СМИ объясняет... Это тоже замечательно, это американцы, в одной книге я прочитал, что делает средство массовой информации. Оно политическую идею переводит в понятный гражданам язык. Понимаешь, да? Ну, конечно. Поэтому мы с тобой, у нас есть свое ощущение справедливости, у нас есть наша аудитория, она не маленькая, мы объясняем нашу позицию, логично объясняем, меньше злости, которая у тебя У существует. меня не злость, у меня Ну, я презрение к людям, презрение. которые Ну, предали самих себя. Короче говоря, да, понимаешь,
Мы с тобой только можем что-то сделать на нашем Нет, участке мы и делаем то, что призвать, считаем нужным. Да. и призвать граждан задуматься об этом.